ты же где уже травы полно. Что, друзья, доброе утро. Деревенское доброе утро. В деревне утро начинается, наверное, совсем по-другому. С раннего утра уже какие-то там пилы звенят, мотокосы. Тепло, ребята, скоро сезон огородов. Уже все зеленеет. Шикарно, шикарно. 8 утра, ребята, уже 25 градусов. Шикарная, шикарная весна в этом сезоне у нас. Вчера не получилось приехать, ребята, точнее я приехал, но уже было поздно. Сегодня с утреца в деревне будем собирать вездеход. Начнем на самого вездехода, так как он выгружен был на дороге, еще в каркасе. Сейчас разберем, вытащим его, заведем, заправим. Короче, посмотрим, ребята. Ну все, давайте начнем. Ребята, давайте начнем разбирать. Вот в таком состоянии он пришел. Так мы вот его выгрузили здесь, возле крыльца. Сейчас разберу, вытащу его. Все, посмотрим, что да как и почему. Так, друзья, ну что, вот такой аппарат, складной руль, я так понимаю. Здесь он регулируется. Так, здесь получается документы. Что-то погода портится, вроде как грозу обещали. Сейчас мы, ребятки, открутим, отмотаем здесь. Так, ну здесь все документы. Свечник. Графиник. Да. Так, ребят, добротно упаковали, положили вот на такую губку. Все отлично. Сейчас мы, наверное, его, ребят, заправим, заведем. Сейчас откроем капот. Вот так все это выглядит. Двигатель, ребята, Зоншан, кстати, не Лифан. Но это, кстати, тоже первые двигателя, как вот лифановские пошли. Неплохой двигатель, 15 лошадей. Бак стандартный, наверное, на 6,5. Еще не читал, не смотрел. Вариатор Safari, я так понимаю. Так, ну все, в принципе, здесь все понятно, ребята.
Да, надо заправиться. И заведем. Заправляется чистым бензином, ребята. Никакого масла. 4 такта. Такие ставни. Вот такие резиночки, ребята, здесь. Раз. Так, ну все стандартно, ребята. Здесь вот такой подсос. Накачка. Также, как у всех. Здесь вот такая молния, чтобы добираться. Ну и все, в принципе, можно пробовать. Так, кнопка включения наверх. Газулька здесь, ребята, не рычаговая, а вот таким макаром. Потом в дальнейшем я все это объясню. ЧК стоит. Это наверх. Пробуем. Полточка, ребятки, завел. Пародиодная, не галогеновая. Точнее, наоборот, галогеновая, ребята. Ну, ребята, не дал собрать. Пленка накрыл его. Я думаю, сейчас быстро пройдет. Дождик прошел быстренько, 5 минут. Опа, аж скользко стал. Помокрился. Ладно, продолжаем. Норм получается. Гребет, красавец. Так, друзья, ну что, опять ливанул. Ну, в беседке можно, я таскали, когда привез. Ну, вот такие колесики, ребята, низкого давления. 2 штука. Вот. Сами сани. Сейчас прикрутим колеса. Здесь у нас сидушка, подкрыльники. Здесь уже, ребята, сцепка на шаровом механизме получается. Но ребята мне положили вот такую штуковину. В принципе, она продается отдельно, но вот молодцы. Все те же, ребят, схождения, те же болты, те же гайки, все она подходит. А тот прицепной можно оставлять на зиму и цеплять простые волокуши. Ну а также можно, в принципе, зацеплять сейчас любой прицеп, так как они все стандартные. Очень круто, молодцы. Вообще, в целом, ребята, когда заказывал, общался по WhatsApp, меня информировали очень классно. Не то, что там как бы объясняли, вот это будет, фотографии какие-то. Мне прям цельными видеоми скидывали, ребята, и я прям просто видел наглядно, что у меня будет, как будет и почему. В целом уже объяснили, что да как заводится, какие управления, короче. Очень круто. Вот сейчас вставлю фрагменты, ребята, то, что меня информировали по полной. Получается, буксировщик одно место и на прицепе 8. 2 это колеса. Обязательно фаркоп при получении, смотрите, он отдельно лежит. И еще 3 упаковки перемотаны. Это крылья, сиденья.
братцы, все. Прицеп готов. Вот в таком исполнении. Вот так как-то. Вот такая спиночка. Вот так будем сидеть. Для ног упор. Вот в таком, ребят, исполнении. А? Ой, страшно. Страшно ехать на такой большой. Впереди такая длинная сама. Ага. Страшно, где-то далеко мотор. Страшно. Ну что, братцы, собрал. Жара, блин, вообще страшное дело. Блин, походу гроза будет, душно. Ну все вроде получилось, все нормально. Все отверстия сходятся. Все шикарно. Все, фаркопик поставил, шаровый. Прицеп застегнул. Все, не знаю, интересная, конечно, такая моделька. Ну сейчас прокатимся. Запускаем. Нормально идет. Привыкать надо. Поедем в болото. Правда, в шлепках. Но посмотрим. Ну, зверь, конечно, зверь. Зверю пора. Progress, good things go slow. I'm no saint. I fall and you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in, and I guess I kinda like that. For the first time, you really got my back. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Lose them with you. Lose them with you. Just feel like maybe I could lose them with you.
что, братцы, первое впечатление пока непонятные. Ну, понятно, каждая техника, надо привыкать, надо разбираться. Управление туда-сюда, потому что, ну, это не зима, ребята. Та же мотособака, грубо говоря, только две гусянки ведущие. База очень большая. И поворачивать надо, ну, надо уметь, ребята. Тут я понял, что никакого наклона не надо. Просто делаешь резкий поворот руками и газуешь, и в целом все классно. Не могу пока привыкнуть вот к такому газку, так как привык курковым работать. Но в целом техника, аппарат, огонь. Зашел по полям, по болоту прокатился немножко. В целом, ребят, мне очень нравится. Пока первое впечатление интересное. Моща, конечно, аж рвет. Попробовал сейчас на поле газануть. Просто кусок травы, ребята, она вывернула. Серьезные, конечно, вот такие зубцы. Прям на каждом, ребят, смотрите, на каждом, она на болтовом, то бишь каждый заменим. Интересно. Ну, пока, ребята, все мне нравится. Давайте небольшой обзорчик. Приехал на речку. Красота. В целом расскажу, что представляет из себя, и немножко от себя покажу. Начнем, наверное, ребят, с задней части. Это багажник, сиденье и что угодно. Это стандартные волокуши. В принципе, здесь, ребята, все под них сделано. Если, допустим, использовать зимой, то они просто разбираются, и можно их без колес также возить. Они подшиты. Вот здесь вот поджишло сделано, выходы вот есть. Тем более под разные, ребята. Здесь. Ну, такого корыта. Ну, плюс сделана рама специальная. Колеса, ребята, интересные. Вот такого формата колесо. Это низкого давления. То бишь, не страшно сучки. И так далее и тому подобное. Интересное колесо, ребята. Ну, сейчас видели, как я их собирал. Два подкрыльника. Все крепится на болтах. Вот такая сидушка. Сидушка складывается. Ну, корыто небольшое, я бы сказал. Можно было сделать, конечно, для него и побольше. Но, опять же, колеса идут в ширину, и, возможно, даже это, в принципе, оптимально. Здесь эти ушки под утяжки. Ну, я говорю, ребят, стандартная корыто вот под зимний вариант. Здесь под ноги вот такой мосточек сделанный. Уже показывал, ребят, то, что здесь у нас на шаровом креплении ребята положили, молодцы. Соответственно, вот этот прицеп можно сейчас цеплять хоть на квадроцикл, хоть, не знаю, на какой-то каракат, на ту же машину, без проблем. В целом все интересно, классно. Гусянка, ребят, очень интересная. В целом, я говорю, каждый вот зуб, так скажем, да, заменим на болтах. 3 колеса с одной стороны, 3 с другой. Колесики вот такие интересные. Двигатель, ребята, пятнашка. Как и на многих мотособаках Замшен. Ну, это, в принципе, первая серия, как и Лифаны. Вот они неплохие двигатели. Многие говорят, что по сезону уже 7-й год, и каких проблем не было. Спереди, ребята, ничего так интересного, никакого бампера. Но на новых моделях они сделали вот такие отверстия, 2 под рымы. Автомобильный рым, можно их вкрутить, соответственно, будет выход. Ну и кольцо, душка, можно, в принципе, даже какой-то бампер сделать, ну, если понадобится, конечно. А так, в целом, 2 рыма, какой-то трос намотать или веревку, так, чтобы он был. Мотособака или вездеход, ребята, он без реверса. Ну, конечно, с реверсом будет проще намного, но здесь все зависит от комплектации и так далее и тому подобное. Фара, ребята, вот такая небольшая. Капот снимается вот таким способом. 2 резинки. Раз. Все, капот мы открыли. Соответственно, у нас есть плотный выход под всю систему. Вот уже небольшая трава. Есть, ребята, здесь тормоз бурановский. Вот он приспособен. Тормозок. Ну, а так, в принципе, все по стандарту. Вариатор, ремень, сафари, бак 6,5. По паспорту еще не смотрел.
Здесь вот такая молния под рульку. Интересно сделали, молодцы. Ну и в целом, ребята, как-то так. Руль он, то бишь, под каждое отверстие можно его подрегулировать, как тебе удобно. Управление газа вот такое. Ну, я пока не могу привыкнуть к такому газу. А есть ЧК, ребята, кнопка стоп-двигатель. Это фара. Ну, вот это еще есть ЧК, ребята, ну, или кнопочка, это под стартер, под аккумулятор. Но в моей модельке его нету. Ну и в целом как бы все. Интересная штука. Наверное, я с ней куда-нибудь подзалезаю. Чисто как бы для себя вообще. Ну а так, много плюсов, много минусов. Сейчас многие будут писать Нива, квадроцикл, каракат. Здесь, ребят, своеобразно. Кто, куда, что и почем и зачем. Соответственно, если ездить куда-то далеко, возможно. Но опять же, вот эту штуку можно, ребят, засунуть в тот же УАЗик. А сани даже, допустим, можно зацепить на фаркоп. Но если нет саней, чтобы загрузить полностью все это дело. Штука интересная. Будем разбираться, ребята. Пока в первые впечатления. Собрал сегодня, прокатился. Дальше будем смотреть. Да, в целом здесь на поездочку, ребята, можно все уместить. Плюс место вот здесь. Очень прям большое место. Не знаю, здесь, возможно, 3 рюкзака или большая сумка поместится. Прям за раз. 2 брызговика вот таких. Упоры для ног. Здесь всякие вот тоже от корыта. Ушки. Ну, вот, я говорю, все стандартно идет. А так, в целом, мне очень нравится. Разберусь с управлением, привыкну, и можно будет двигаться. За ягодами, за грибами, на рыбалку. Просто пересекать вот так болото не буду, по дорогам ездить. Это сейчас я немного привыкаю по дорогам, а потом, конечно, вот так напрямки к дому. И будь здоров. Как-то оно так, ребятки. Пока по минимуму. Потом в дальнейшем сделаю полный обзор, что да как и почему, какие минусы, какие плюсы. Но пока мне все нравится. Рабочая лошадка, никаких всяких там лишних приблуд, приспособлений. Все, что надо для леса. Здесь, кстати, вот, ребята, посмотрел, вот они молодцы сделали. Вот для, если, допустим, опрокинешься, что-то еще, то вот они здесь сделали вставочку, это вот для вариатора, чтобы вот этот кожух не сожрало. В целом, своими словами, ребят, ссылочки я оставляю. Какие-то подробности, то, пожалуйста, смотрите. На этих моделях можно ставить и с реверсом, и двигатель 20-й. Ну, с реверсом было бы, конечно, попроще. Но пока так. Пока это мой первый вездеходик летний. Небольшой ветер здесь, ребята. В принципе, все четко. Все мне нравится. Все, ехаем до дому. Немножко прокатился, ребята.